Доброе утро, наши дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. Это «Утро Якутии». Сегодня наша задача сделать ваш день бодрым и, конечно же, подготовить вас к новой рабочей неделе. Но сегодня мы по традиции поговорим с нашими обязательно гостями в студии. Сегодня у нас будут интересные темы. Во-первых, это компенсация на оплату ЖКХ. Ну а также, я думаю, что нас смотрят многие выпускники или кто учился в детской школе искусств. Так вот, в этом году исполняется 50 лет, и об этом мы также поговорим с нашим гостем в нашей студии. Ну и помимо всего прочего будет много интересной и полезной информации, в том числе, что делать, если вас вдруг затопили соседи. В общем, оставайтесь с нами. Ну и я также напоминаю вам, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на котором вы можете прямо сейчас подписаться. И там мы выкладываем очень интересную информацию и в том числе иногда даже дарим подарки. Ну а сейчас, в самом начале выпуска, самое время узнать, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была минус 18, минус 21 градус. В заречной группе Улусов минус 19, минус 34. В южных 15-16 градусов ниже нуля. В Вилюйской группе Улусов минус 24, минус 31. В Нижнеленских 22-35 градусов со знаком минус. В западных районах минус 19, минус 29. В Колымо-Индигирской группе Улусов 27-31 градус ниже нуля. В Янских минус 22, минус 33. На северо-западе республики минус 19, минус 33 градуса. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра минус 18 градусов. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем, утром слабый снег. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха днем минус 19, минус 21 градус. Ну а сейчас хотелось бы также, прежде чем начать, рассказать о тех новостях, которые произошли, пока мы спали. Первая новость — это работающие родители получат новую льготу от государства в 2025 году. Ставки НДФЛ для них снизятся до 6%. При этом оставшиеся 7% будет возмещать государство. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что новая льгота будет направлена на поддержку семей с детьми, облегчая им финансовую нагрузку. Фактически для работающего родителя НДФЛ составит 6%, остальные 7% возместит государство. Ну а теперь достаточно странная, немножко интересная новость. Доктор Равшан Равиндран, который ранее был личным косметологом португальского футболиста Криштиану Роналду, подал на игрока в суд из-за неоплаты его услуг. По словам специалиста, португальский форвард не оплатил счет в 40 тысяч фунтов стерлингов, это более 50 тысяч долларов, который был выставлен в период его выступления в составе английского Манчестер Юнайтед с 2021 по 2022 год. Отмечается, что в сферу услуг косметологов входили ботокс и филлеры, уход за кожей и подтяжка бровей. Также в своем заявлении Равиндран отмечает, что работал на самого игрока, а также на членов его семьи и окружения. Ну а чтобы не прибегать к помощи косметологов и, не дай бог, к пластическим операциям, лучше всего поддерживать свой организм в тонусе и отличной форме. В этом нам поможет наша утренняя зарядка. Доброе утро! Сегодня день начнем мы с разминкой с палочкой для осанки, укрепления спины, мышц, чтобы спинка у нас была ровная и красивая. Как раз это актуально деткам и подростковым периоду. Ванечка, возьмем палочки, начинаем ходить и дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. И на последний вдох, выдох. Ручки наверху оставила и за спинкой пошли. Раз, наверх. 2 наверх. И таких можно 10 повторений сделать. Наверху остановились и на цыпочках пошли, стопочки размяла. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Палочку за спинку Аня завела, молодец. И пошли на пяточках, на пяточках, на пяточках. Носочки наверх. Во, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Сделали вдох. И выдох. Перед собой палочку держим. И как балерина пошла, ножки
стороны пошли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И последняя на стопы. Это у нас Мишка Косолапый. Мишка Косолапый как ходит. Во. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Ножки прямо. Положили и корпусом потянулись. 3, 2, 1. Вниз пошли с тобой. Хоп, максимально. И наверх. Еще раз вниз. И наверх. Пошли на правую сторону. Корпусом потянулась. 3, 2, 1. Поднялась. Второй. И третий. В другую сторону, Анечка. Пошли в 3. Левую. Раз. Тянемся. 2, 3. Поднялась. На выдохе. Вдох медленно. Выдох. И третий раз. Вдох. И выдох. Тем самым мы проснулись с тобой и растянули все тело. А палочку берем за спину. Взяли сзади хватом. Пониже сделай. Давай, я тебе помогу. Вот. Одна вниз ушла. И вверх-вниз пошли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Ручки поменяли. Поменяла. Во, молодец. И пошли. Раз, два, три, четыре. Вверх, вниз, вверх, вниз. Хорошо. Поставили ручки. И давай с тобой грудные мышцы растянула. 3, 2, 1. Молодец. В другую сторону. Хоп. 3, 2, 1. Давай пойдем на ноги. Растянули. 3, 2, 1. И другая ножка. Тянемся. 3, 2, 1. И завершаем комплекс на весь корпус тела и на нижние. Пошли. Раз, вправо, влево тянем. Хоп, хоп, хоп. 3, 2, 1. И пошли тазобедренный. Раз, ножками. 2, молодец. 3, 4, 5 и 6. Палочку поставили и немножко разогнали лимфу. Попрыгали. Хоп. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И вот с таким простым приспособлением можно взять черенок от лопаты или от швабры и сделать такой комплекс. Всем хорошего дня, Аня, помаши. Ну что, я думаю, была отличная семейная утренняя гимнастика, утренняя зарядка. Ну а сейчас мы расскажем вам о самых актуальных новостях, которые произошли к этому часу. Доброе утро! Расскажем об актуальных событиях к этому часу. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий порядок получения гражданином статуса квалифицированного инвестора. Документ размещен 23 ноября и вступает в силу через 178 дней. До этого момента лицо, признанное квалифицированным инвестором, сохраняет свой статус в отношении сделок. Теперь же, чтобы получить такой статус, недостаточно будет владеть имуществом и активами. Критериев стало больше, среди них, например, наличие ученой степени. Неквалифицированных инвесторов обязали проходить тестирование перед заключением договора с брокером. В текущем году россияне впервые столкнутся с необходимостью уплаты налога на доходы с процента по вкладам. Налог исчисляется на основе процентного дохода, полученного резидентами с любых вкладов в любых валютах за 2023 год, за исключением суммы до 150 тысяч рублей. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог будет исчисляться по ставке 13%, а свыше 15% суммы превышения. Спасибо большое, вы подписали закон, что у нас автоматизированная система, упрощенная налоговая система со следующего года открывается как возможность для всех регионов. Что это значит? Это такая система, где теперь не налогоплательщики заполняют декларации, а мы заполняем за них декларации. Мы собираем все данные банковской системы, все данные онлайн-кассовых машин, обрабатываем их и представляем налогоплательщикам, по сути, предзаполненную декларацию. В Якутске открыли новую электростанцию для агрокомплекса «Саюри», где круглый год выращивают овощи и зелень. Эта станция мощностью 2 мегаватта обеспечит стабильную работу теплиц и поможет снизить затраты. Благодаря ей теплицы смогут лучше работать и производить больше овощей, которые будут доступны жителям Якутии по приемлемой цене. На строительство электростанции потратили более 100 миллионов рублей из федерального бюджета. И сейчас вот мы открыли вместе с коллегами
газопоршневую станцию, которая будет производить и тепло, и свет для компании «Саюри», для теплицы, которые, конечно, требуют очень много тепла и света в зимний период, тем более в наших условиях. Данная станция позволит, во-первых, снизить себестоимость продукции, оптимизировать расходы и, соответственно, даст возможность компании вкладывать уже в расширение рынка сбыта, улучшение качества продукции, увеличение заработной платы. В Якутске прошел республиканский конкурс жестовой песни «Поющие руки». Целью конкурса стало развитие творческих способностей людей с нарушениями слуха, повышение их исполнительского мастерства и привлечение внимания общественности к важности русского жестового языка. Участников оценили по нескольким критериям: точность и четкость жестов, лексический запас, актерское мастерство, сценический костюм и режиссерское решение. И у нас будет проводиться по тем номинациям: исполнение соло, дуэт, трио, ансамбль, новые лица и художественный рассказ. Художественный рассказ подразумевает это у нас рассказ басни, стихотворение и так далее. Все они будут исполнять на русском жестовом языке. И те, которые получают гран-при, на следующем году у них больше шанса выступить на всероссийском уровне, который у нас Всероссийское общество глухих проводит всероссийский конкурс «Поющие руки». Лучшие представители настольного тенниса республики съехались для участия в республиканском чемпионате. Как отмечают организаторы турнира, за последние несколько лет уровень и мастерство спортсменов значительно выросли, так же, как и увеличилась популярность настольного тенниса. В этот раз участники приехали из 17 районов республики, в том числе и из северных – Момского, Абыйского, Жиганского и Тампонского. За последние 20 лет это один из крупнейших чемпионатов, участие в котором принимают 137 мужчин и 83 женщины. Сегодня мы поговорим об актуальной теме – назначении ежемесячной денежной компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Подробнее о том, как ее оформить, нам расскажет Василий Ачекасов, юрисконсульт отдела правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи Центра «Мои документы». Доброе утро. Доброе утро. Василий, расскажите, что такое ежемесячная денежная компенсация? Ну, ежемесячная денежная компенсация – это социальная помощь определенным категориям граждан, которая направлена на погашение коммунальных услуг. Данная выплата предоставляется Министерством труда и социального развития республики. Какие категории граждан, какие категории могут воспользоваться? Данная выплата положена, получается, участникам или ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, да? Ветеранам тыла, ветеранам труда, переселенцам Чурапчинского района, переселенцам села Той-Хая, или же инвалидам по зрению, но только абсолютно слепым. А есть ли какие-то дополнительные условия для получения ежемесячной денежной компенсации? Ну, помимо самого права, да, на ежемесячную денежную компенсацию должны быть соблюдены следующие условия. Это, во-первых, регистрация по месту жительства на территории республики, да, в том жилом помещении, по которой, то есть гражданин оплачивает коммунальные услуги. И наличие либо отсутствие задолженности. В случае наличия задолженности должно быть заключено соглашение о погашении данной задолженности. Как получить ЕДК? Ежемесячная денежная компенсация, она назначается в заявительном порядке. Получается, заявление можно подать в любом из офисов Центра «Мои документы», а также можно подать электронно через региональный портал государственных и муниципальных услуг, это Е-Якутия. И какие документы необходимы для того, чтобы подать заявление? К заявлению нужно будет, конечно, предоставить документ, удостоверяющий личность, это паспорт, да. В случае, если обращается представитель заявителя, то простой доверенности достаточно. Также паспорт самого представителя. Документ, дающий право, да, получается, это может быть удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана труда, справка медико-социальной экспертизы, это для инвалидов по зрению, да. В общем, удостоверение всех вышеназванных категорий получается.
И также платежные документы вот, в обязательном порядке. В платежных документах должны быть указаны все виды расходов коммунальных услуг, плюс тарифы, начисления, да, платежи. Помимо всех документов нужно еще будет предоставить документы всех прописанных членов семьи. С заявителем, получается, это паспорта, СНИЛСы. И также соглашение да, о погашении задолженности, в случае, если имеется задолженность. Также для получателей ЕДК самой есть возможность подать заявление на перерасчет. А вот, кстати, да, в каких случаях положен перерасчет ЕДК и как его можно получить? Перерасчет положен в случаях, если размер получаемой ежемесячной денежной компенсации он получается ниже расхода на коммунальные услуги. В таком случае, да, заявитель может подать заявление на перерасчет. Также заявление подается в заявительном порядке, соответственно, также в офисах центра «Мои документы». Получается, документы, которые там необходимы, помимо паспорта, доверенности в случае обращения представителя, это платежные документы за предыдущие 6 месяцев. То есть в них должны быть также четко указаны виды расходов, тарифы, начисления и платежи. А для перерасчета есть ли какие-то тоже нюансы, которые нужно учесть? Да, получается, перед подачей заявления на перерасчет необходимо будет, во-первых, убедиться в том, имеется ли задолженность. Да? В случае, если задолженность имеется, ее необходимо либо оплатить, либо, если не получается, то оформить, заключить соглашение о погашении данной задолженности. И также, во-вторых, это место регистрации. То есть в случае, если ранее ежемесячная денежная компенсация была назначена, а затем вы переехали, начали оплачивать по новому месту жительства за коммунальные услуги, то в данном случае необходимо будет подать заявление заново, то есть на получение ежемесячной денежной компенсации. И в-третьих, это платежные документы. Да. Перед подачей тоже необходимо проверить, все соответствуют ли данные документы требованиям. То есть в самих документах платежных должны быть указаны тарифы, начисления, платежи, и все виды расходов на коммунальные услуги. Исходя из этих сведений, как раз-таки органы совершают перерасчет. Спасибо. Еще есть информация, также на портале mfc.sakha.ru, получается, во вкладке «Сервисы» появился новый раздел. Это перерасчет компенсации ЖКУ для ветеранов труда. То есть в данном разделе можно будет легко просчитать, данная компенсация, перерасчет требуется, нет. Раздел он может предоставить предварительное решение, также перечень документов необходимых и приблизительный размер компенсации. И в целом всю информацию где можно найти, на каком сайте? Конечно, на портале mfc.sakha.ru можно будет все это найти. Спасибо, Василий. Всегда специалисты центра «Мои документы» приходят с полезной информацией, и мы вас благодарим. Спасибо. Ежедневно жертвой мошенников становятся десятки якутян. Многие по незнанию, некоторые по доверчивости верят звонкам, поступающим от злоумышленников, и переводят свои кровно заработанные деньги, а более того, еще и заемные. Если вы знаете уловки мошенников, можете предугадать их действия, то можете предотвратить преступные деяния, как это сделал якутянин Василий Поскочин. Подробнее мы расскажем далее. Рабочий день 15 ноября проходил для Василия Поскочина как обычно. Не все бы ничего, да только сотрудник одного из заведений города услышал, как посетительница общается с мошенниками. Сказал ей: пожалуйста, скажите, с кем вы разговариваете, вы хотите перевести деньги кому-то? Она: нет. В итоге я достучался до нее, сказал, чтобы она убрала телефон. Она взяла, отключила оба телефона и начала рассказывать, что они знают всех ее родственников, то, что у нее дочь за границей, рассказали про все ее счета, уговорили ее снять деньги со счета через банкомат и перевести уже в другом банкомате на другой счет, на их счет.
Мужчина, не колеблясь, позвонил на номер 112. Там его вызов перенаправили в УБК, после чего полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. Выяснилось, что женщине за несколько часов до этого написал якобы ее бывший начальник. Угрожая уголовным преследованием, женщину запугали настолько, что она поверила и решила снять все свои сбережения. И чтобы подтвердить, что они не мошенники, он показал, как правильно проверить электронную подпись и телефоны, и печати, УГРН и так далее. На удивление, у них все так отработано, и действительно, когда нажимаешь, выходит надпись, что подтверждающая и Следственный комитет, и Центробанк, и ФСБ. Спасибо Паскачину Василию. И я благодарна оперативности сотрудников киберполиции. Этот инцидент завершился благополучно благодаря небезразличному человеку. Василий призывает всех быть бдительными не только к близким, но и по отношению ко всем, кто может нуждаться в вашей помощи. Да, несомненно, в жизни каждого есть подобные плохие даты, но также есть и хорошие. А какие знаменательные события, связанные с 25 ноября, мы расскажем прямо сейчас. На календаре 25 ноября. Сегодня День российского военного миротворца, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и День Аланхо в Республике Саха-Якутия. По народному календарю Иван Милостивый. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы, на Масленицу либо на Красную Горку. На Ивана обращали внимание на приметы. Если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели до самого видения. Этот день в истории. В 1339 году завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля. В 1795 году отрекся от престола последний польский король Станислав II Понятовский. В 1867 году в этот день был изобретен динамит. В 1918 году Розика Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом. В 1935 году в Советском Союзе учрежден орден «Знак почета». А в 1942 году подписано Советско-французское соглашение, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия-Неман». В этот день родились Александр Сумароков, русский поэт, драматург; Николай Пирогов, русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог и академик; Эндрю Карнеги, американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп; Карл Бенц, немецкий изобретатель автомобиля; Анастас Микоян, советский государственный политический деятель; Нонна Мордюкова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Данил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан и Федор. Страх каждого жителя многоквартирного дома – это, я думаю, потоп, когда со стен рекой льется вода, заливая недавно сделанный дорогостоящий ремонт. Если все же такая неприятность вдруг произошла, то нужно быть готовым, и помогут нам в этом советы юриста. Здравствуйте. Кошмарным сном каждого жителя многоквартирных домов является прорыв трубы водоснабжения, который привел к заливу вашей квартиры или квартиры ваших соседей. Что делать в таких случаях? Прежде всего, после устранения причин утечки, необходимо обратиться в управляющую организацию, которая по вашему обращению обязана будет провести осмотр залитой квартиры и составить соответствующий акт, в котором будет переведен перечень поврежденного имущества и будут указаны причины залива. Обязательно ознакомьтесь с его содержанием, прежде чем ставить свою подпись. Если вы не согласны с актом осмотра, сделайте в нем соответствующую запись со своим комментарием. В акте осмотра также следует обратить внимание на установленные причины утечки. Это важно для того, чтобы понять, с кого будет требовать возмещения вреда. Если утечка произошла из внутриквартирной системы водоснабжения, то ответственность будет нести собственник квартиры. А если же прорвало трубу, относящуюся к общедомовой системе, за залив будет отвечать управляющая компания. Далее, для расчета и определения размера причиненного вреда необходимо будет обратиться к независимому оценщику, который также проведет осмотр вашей квартиры и подготовит соответствующее заключение с обоснованием сделанных выводов по итогам осмотра.
После чего, когда у вас на руках будут оценка имущественного вреда и акт осмотра с причинами залива квартиры, нужно попытаться урегулировать спор мирным путем и направить письмо виновнику залива с просьбой возместить вред в добровольном порядке. Если ваше законное требование будет проигнорировано или поступит отказ, то у вас возникает право на обращение с исковым заявлением в суд с требованием о возмещении ущерба. А если ответчиком будет являться управляющая компания, то можно взыскать еще и компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за отказ удовлетворения требования в добровольном порядке. Если сумма причиненного ущерба не превышает 100 тысяч рублей, то заявление подается в мировой суд. А если же все-таки ущерб более серьезен, то документы необходимо направить в районный суд. Ровно 19 лет назад ЮНЕСКО провозгласила Аланхо шедевром устного и нематериального наследия человечества. В честь этого исторического события по традиции мы ежегодно 25 ноября отмечаем День Аланхо и проводим декаду Аланхо. Аланхо – это накопленная веками энциклопедия жизни и духовное богатство, бережливо переданное нашими предками. В нем таится глубинная память народа и его неповторимая самобытность. В повествовании о трех мирах, воспевании о дереве жизни, Ал-Лукмас, воплощены добрые помыслы и светлые идеи о предназначении и роли человечества. Изучение Аланхо помогает нам раскрывать свои таланты и способности, пробуждает философские размышления, познание мира. А слышали ли вы Аланхо на русском языке? Жительница города Мирный потрясающе исполняет Аланхо на русском языке. Аланхо давно переводят на разные языки. Он переведен также и на немецкий, английский, французский, турецкий, корейский и алтайский языки. Однако, возможно, впервые кто-то выступает с эпосом народа Саха на другом языке. Должен правду я говорить, старых сказителей повторить. Дремлет за тучами исполин с красным наростом над кадыком, вдюжего дитятю величиной. Из-за роговелого горла его, из-под грузного подбородка его не спадает до самой земли посох вертящийся огневой. Но к нашим древним традициям относится также и охота. Издревле она помогала выжить в тяжелейших условиях. В нашей рубрике «История вещей» мы расскажем вам про ружья, которыми пользовались охотники с середины 19 века. Добро пожаловать в первый музей Якутии. Меня зовут Кучаров Савелий, сотрудник Якутского музея. И сегодня я вам расскажу про самое распространенное массовое оружие среди якутских охотников. Итак, кремниевое оружие середины 19-20 века – это одни из самых распространенных оружий. Даже на Крайнем Севере до 30-х годов 20 века это оружие были очень сильно распространены. Итак, особенности этого оружия заключаются в том, что это сибирки. У сибирок механизм находится со внешней стороны. Это связано с тем, что на севере оружие сломается, заклинит. Мастеров, которые могли бы починить их, не так много, поэтому охотники в основном занимались этим сами. Поэтому, чтобы ремонтопригодность была больше, механизм находится со внешней стороны. Само оружие, сам металл был не очень хорошего качества, он был мягкий, поэтому ствол очень толстый, а само оружие малокалиберное. Это также связано с тем, что, несмотря на то, что в 20 веке уже появились более современные виды оружия, на севере найти унитарные патроны, либо капсули очень тяжело, поэтому купить свинец и порох гораздо легче. Поэтому такие оружия очень сильно были распространены, несмотря на то, что появились разные калибры для разных животных. Вот небогатый охотник не мог себе позволить купить много оружия на каждого охотника, поэтому суть такого оружия была в постоянности. Также важно отметить, что само оружие, размеры самого оружия не такие большие. К примеру, приклад довольно-таки узкий. Это связано также с тем, что отдача у такого оружия была небольшой. Поэтому многие охотники стреляли, упирая не в плечо, а в ключицу. Потом поддерживали щечкой. Такая была интересная методика стрельбы. Да. Вот есть очень много интересных историй о том, что с помощью таких оружий убивали довольно-таки больших животных. Хотя обычный калибр такого оружия это от 3 до 5 миллиметров. То есть калибр не такой, калибр довольно-таки маленький, но оружие уникальное. Порой в нашей повседневной жизни мы не замечаем, как совершаем ошибки в нашей речи.
И порой обижаемся, когда нам делают замечания. Особенно это распространено, например, в интернете. Чтобы таких неприятных моментов было меньше, нам на помощь спешит Анна Шкатуляк с постоянной рубрикой «Говорим правильно». И мы сегодня узнаем, что такое плеоназм. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о плеоназме. Что же такое плеоназм? Плеоназм – это речевая избыточность или речевое излишество с точки зрения содержания высказывания, высказываемого смысла. При плеоназме происходит как бы дублирование значений. Давайте рассмотрим примеры. Например, мимика лица. Мимика – это и без того уже движение мышц лица, поэтому слово «лица» в этом словосочетании будет явно лишним. Или, например, прогулочный променад. Променад – это и без того прогулка, на людей посмотреть, себя показать. А вот слово «прогулочный променад» явно уже будет лишним, как бы значения дублируют друг друга. А еще один плеоназм, который часто можно встретить в речи, в том числе и в моей речи, это такое словосочетание, как месяц сентябрь. И дело, конечно, не в сентябре, может быть и месяц декабрь, и месяц январь. Дело в том, что название месяцев – это именно название месяцев. И слово «месяц» в этом словосочетании является лишним, избыточным. А есть еще и такие плеоназмы, которые прочно вошли в нашу речь и уже не считаются ошибками. Это такие сочетания, как, например, подниматься наверх или спускаться вниз, а еще идти пешком. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Если разговор заходит о правильной поставленной речи, то на ум сразу приходит профессия актера. В Русском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Евгений Онегин». Впервые в истории нашего Русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина зрители смогут увидеть спектакль «Евгений Онегин». На премьерный показ все билеты уже распроданы. Евгений Онегин, потому что сам по себе материал интересен тем, что его, если вы его знаете, если вы его читали, то очень и очень сложно поставить на театральной сцене. Интерес, прежде всего, по обе стороны. Как труппы театра, так, естественно, и зрительская. Опять же, я уже, как говорил выше, это интерес сразу же проявляется в продаже билетов, потому что мест нет. А для нас был, конечно, это опыт, это грандиозный поэтический роман нашего всего Александра Сергеевича, который написан очень и очень таким интересным, певучим, музыкальным языком. Поэтому здесь у нас, да, у нас здесь тоже очень много музыки, у нас здесь очень много движений, хореографии, пластики, естественно, стиха того самого, который нам Александр Сергеевич оставил. Наши актеры очень прониклись материалом и не выходят из образа, даже выходя из-за кулис. Каково это работать с таким классическим спектаклем? На самом деле ощущения очень смешанные. Есть, конечно же, и волнение, и трепет, и при этом огромная ответственность на моих плечах, которую мне доверили и режиссер, и художественный руководитель театра. То есть, ну, прям и коллектив. То есть это прям быть легким. Но это должно изнутри быть. Себя, искать в себе вот то самое легкое, вот воздушное, что наивное и невинное. Вот это, скажем так. Потому что сейчас 21 век, и как бы все быстро растут и развиваются, темпоритм бешеный, и вот что-то чистое, вот это вот наивно, сложно очень найти. Голубой глаз, так называемый. Все в предвкушении премьерного показа. Наша Татьяна будто сошла с книжных страниц и поделилась своими эмоциями и ожиданиями. Особенно той атмосферой, которой пронизан весь театр. Очень хочется, чтобы зритель прочувствовал каждый нюанс, каждую деталь. Мы, конечно, будем для этого очень стараться. Мне вообще кажется, что у этого спектакля какой-то, вот, знаете, особый дух, очень особенная атмосфера. Я вот даже когда выхожу на сцену или там смотрю какие-то сцены из-за кулис, я прямо, знаете, чувствую, что как будто бы воздух, он густой,
настолько, что вот его прямо руками можно потрогать. Уж не знаю, что это, энергия наша. Ну вот абсолютно какие-то иные сейчас эмоции и чувства я испытываю. Сыграть Евгения Онегина невозможно. Возможно только в него перевоплотиться. И смотря на Степана Федоренко, это ощущаешь. Это большая ступенька, как для меня, как для актера. Такая высокая ступенька. Ну, вот надо на нее завтра будет подняться в день премьеры, установиться и устоять там. Ну, как-то так. И вырасти еще больше. И вырасти, да, и идти дальше. Хорошо, желаем вам успешной премьеры. Спасибо, что Спасибо. Передать дух спектакля и поделиться эмоциями с вами спешили Вероника Тамтосова и Георгий Григорьев. Ну а мы продолжаем самую семейную утреннюю телепередачу и переходим к нашим детям. Одной из родительских забот является вовремя уложить ребенка спать. Посмотрим на это со стороны детей. А во сколько дети должны ложиться спать? 10 часов ночи. К 9. Ага. Выходу в 9 или 8. А, да? А во сколько ты ложишься спать? В 0:00. Угу. Поздно ночью. Поздно ночью. 10. В 10. А тогда, если дети должны ложиться к 9, ты тогда почему ложишься к 12 ночи? Я там делаю уроки. Угу. А ты должен, именно только ты, ложиться в 10? Да. Ага, вот обычно дети должны ложиться в 9. Угу. Да? А почему тогда ты не ложишься в 9? Ну, я же делаю уроки. А, ты же делаешь уроки. А хотел бы попозже ложиться? Да, могу. Во сколько бы хотел? В 1. Час ночи? А ты так ложился уже? Только по секрету. А родители знают? А родители тогда во сколько твои ложатся спать? Сейчас 10 минут. За 10 минут? Да, фильм смотрят. Ага. После тебя за 10 минут они ложатся. Вот ты в 10 уснул, а родители твои во сколько уснули? Засыпают. В 11. А сон важен для человека? А почему? Ну, чтобы спать. Ну вот да. Чтобы не просыпаться ночью. И пугаться. Сон – это важная часть жизни? Угу. А почему, можешь сказать? Почему сон – это важно? Потому что если не спать, тогда человек будет спать за столом. А ты спал когда-нибудь за столом? Но сейчас, глядя на ребятишек, конечно же, думаешь, если бы в их возрасте я бы только и делал, что спал, да? Ну а что нам сулят звезды на этой неделе, расскажет наша постоянная рубрика «Гороскоп». Овен. Следующая неделя для овнов будет очень позитивной. Готовность действовать и вера в свои силы – вот главные ее положительные составляющие. Также этому будет способствовать ваше хорошее физическое самочувствие и особая сфокусированность внимания. Направьте свои усилия на решение важных для вас задач и на достижение новых высот. Телец. А вот тельцам предстоит непростая неделя, связанная главным образом с неспособностью быстро принимать решения, ошибками и отсрочками. Также будет высока вероятность того, что эти ошибки будут приводить к конфликтам и противостояниям. Помочь вам может неуклонное следование ранее намеченным планам. Близнецы. Близнецам предстоит конфликтный период, связанный с отстаиванием своих интересов и своей точки зрения. У вас будет потребность проявлять себя ярко и активно, но чаще всего это будет приводить к противостояниям и недоразумениям. Также возможно ухудшение физического самочувствия. Рак. Для раков неделя будет в основном позитивной. Главным будет усиление умственных способностей, памяти и интуиции. Все это поможет вам успешно решать возникающие перед вами задачи и проблемы. Неделя хороша для умственной работы и активных переговоров. Вы сможете удачно договориться с окружающими и эффективно изложить свои мысли и идеи, доказать свою точку зрения.
Лев. Для львов эта неделя будет со смешанным влиянием планет. Возможны нервозность, рассеянность и раздражительность, а также мелкие досадные ошибки и недоразумения. Вам будет сложно договариваться с партнерами и близкими людьми и приходить к взаимопониманию. Помогать вам будет вера в себя и высокая самооценка, несмотря на все происходящее. Чтобы усилить эту энергию, полезно будет уделить этому специальное время, выписать вечером свои заслуги и достижения и сказать самому себе перед зеркалом, какой вы молодец. Дева. Девам предстоит в целом позитивная неделя. Ваша высокая организованность и способность сделать все точно и в срок будут приносить вам глубокое удовлетворение. Вы чувствуете себя на своем месте и знаете, что приносите пользу, и этого вам достаточно. Неделя также хороша для умственной работы и переговоров с окружающими. Весы. Весам предстоит в целом позитивная неделя. Вы обаятельны и уверены в том впечатлении, которое производите на других. А это так важно для вас, когда вы строите отношения с окружающими. Вам легко подобрать нужные слова, нужный тон и найти подход к каждому человеку. В итоге вам удается достичь нужных договоренностей без давления и конфликтов. Скорпион. Для скорпионов это будет неделя полная энергичных размышлений, а затем и активных действий. Вы чувствуете потребность глубоко все осмыслить, а также внести изменения в свою жизнь и в окружающую вас действительность. Неделя хороша для того, чтобы вести переговоры с окружающими, влиять на них и доносить свое мнение. На предстоящей неделе вам будет это очень хорошо удаваться. Стрелец. Для стрельцов неделя будет энергичной. Ощущение жизненной энергии, струящейся через вас, толкает вас к новым поступкам и свершениям. Вам удастся многое реализовать. Также стрельцы начинают справлять свои дни рождения, и поэтому полезно будет подвести итоги уходящего года, а также помечтать о предстоящем годе и построить новые планы. Козерог. Для козерогов неделя будет исключительно позитивная. Планирование и контроль, которые так важны для вас, будут удаваться особенно хорошо. Также вы будете склонны к активным и энергичным действиям, двигающим вас прямо к цели. Неделя очень хороша для деловой активности. Водолей. Для водолеев неделя скорее непростая. Сложность и запутанность, искажающие вашу мыслительную деятельность, будут мешать вам общаться с окружающими. Ваши мысли кажутся им непонятными или непрактичными. Эти недопонимания могут превращаться и в конфликты, и споры. К счастью, это не ударит сильно по вашей самооценке, потому что на следующей неделе она будет защищена и поддержана энергией Солнца. Рыбы. Рыбам предстоит позитивная неделя, связанная с повышенной способностью договариваться с окружающими, найти общий язык, объяснить свои чувства и свою позицию. Также вы сможете активно влиять на окружающих словом, например, помочь им восстановить силы, поддержать, подбодрить и найти дальнейший путь вперед. Ну а наш эфир продолжит Марферина Алексеева с самыми последними новостями к этому часу. Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. Президент России Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2025 году. Ожидаемый период накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера на следующий год, устанавливается продолжительностью 270 месяцев. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. 270 месяцев – это 22,5 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет некоторым участникам СВО и их женам списать просроченные кредиты до 10 миллионов рублей. Закон прекращает обязательства по кредитным договорам граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах России с 1 декабря текущего года минимум на год, а также их женам. Списаны могут быть кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.
Более 50 специалистов из разных областей психологии поделились своими знаниями, провели мастер-классы, консультации и тренинги для горожан. В мероприятии приняли участие нейропсихологи, семейные консультанты, бизнес-коучи, сексологи и спортивные психологи. По мнению организаторов, каждый человек в зависимости от своих целей и задач сможет найти себе лекцию или мастер-класс, отвечающий именно его запросам. Мы, психологи, достаточно закрытые люди. Это происходит из-за принципа конфиденциальности, который мы храним перед нашими клиентами. И поэтому у нас мало, скажем, таких сейчас в соцсетях же пишут до и после, например. Да, вот человек такой пришел и стал таким. У нас, например, этика не позволяет этим заниматься. И поэтому люди вообще не знают, что есть хорошие специалисты. Наше мероприятие направлено на то, чтобы люди знали, как выглядит настоящая психология, настоящая практическая психология. Якутск стал площадкой для проведения всероссийской конференции «Старт в IT», собравшей более 200 участников. Мероприятие предоставило уникальную возможность погрузиться в мир информационных технологий, пообщаться с ведущими специалистами крупнейших IT-компаний и узнать о программе обучения в ведущих образовательных центрах России. В рамках конференции обсуждаются актуальные вопросы выбора профильного учебного заведения для освоения востребованных IT-профессий. Это наш проект. Это именно открытая конференция, то есть она призвана для того, чтобы новички или те, кто имеет небольшой опыт в сфере IT, они могли именно получить больше ответов на свои вопросы касаемо именно реального опыта, реальной практики по тому, какие вообще, получается, компетенции они должны в себе выработать. И также со стороны HR это про то, как себя позиционировать, да, перед работодателем. Ну и в конце у нас будет идти розыгрыш на обучение, потому что наша образовательная организация именно специализируется на обучении в сфере IT, программировании, дизайне. В этом году по поручению главы Якутии начал реализовываться новый проект «Моя первая профессия». Проект предоставляет учащимся возможность получить сертификат на 20 тысяч рублей для прохождения программы дополнительного образования. Участие в программе примут 1200 школьников со всей республики. По итогам квалифицированного отбора в проекте участвуют 25 учебных центров. Проект охватывает более 100 школ из 25 районов Якутии, включая отдаленные территории. Ежегодно растет число желающих побывать на Дальнем Востоке. Многие хотят увидеть запуск ракет на космодроме «Восточный», попробовать себя в роли золотодобытчика, проехать по легендарному БАМу. Сегодня возможны даже самые смелые мечты любителей путешествий. Все разнообразнее и привлекательней становится единый межрегиональный проект дальневосточников. Здесь начинается рабочий день. Его признали самым перспективным маршрутом в стране по результатам 3-й всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность-2024». Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. 2 декабря на сцене Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского состоится концерт, посвященный 50-летию детской школы искусств номер 1 города Якутска. Музыкальная школа начала свою деятельность с 1974 года и имеет богатую историю. Детская музыкальная школа сегодня – это профессиональный коллектив единомышленников, любящих музыку, детей и, конечно же, свою профессию. Сегодня у нас в гостях Максим Шумилов, директор детской школы искусств номер 1 города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляем с таким знаменательным событием. Я думаю, спасибо. Среди наших телезрителей, думаю, многие, кто ходил, кто является выпускником ДШИ. Расскажите немного про историю школы. С того момента, как детская школа искусства открыла свои двери, прошло полвека. 50 лет – это не просто день рождения, это накопление опыта, это множество прекрасных воспоминаний, это огромный труд и упорство наших педагогов, учащихся, администрации и иного персонала. За этой цифрой стоят судьбы нескольких поколений музыкантов-педагогов, создавших фундамент культуры города. Так. Вообще история начинается с 1974 года, когда приказом Министерства культуры и СССР, тогда еще был
подписан приказ об открытии городской детской школы. Тогда это была вторая школа. Возглавил тогда школу Павлов Николай Гаврилевич. Тогда было открыто всего два отделения. Это отделение фортепиано и отделение народных инструментов, где детей обучали играть пока только на баянах и аккордеонах. Тогда это было 55 учащихся. На сегодняшний день в школе обучается почти 800 детей, и в нашей школе 9 отделений. В 1990 году школа была преобразована в детский культурно-эстетический центр. Будучи директором с 1977 по 90-е годы, огромный вклад в развитие и становление школы внесла Николаева Дора Федоровна. Именно она, благодаря городской общественности и поддержке родителей, внесла предложение вышестоящим организациям о передаче здания политпросвещения детскому культурному эстетическому центру. И, конечно же, благодаря хорошим, комфортным условиям школа достигла очень высоких результатов в музыкальном образовании, в воспитании искусства детей, да, развитию духовных и нравственных ценностей. В 1992 году детский культурно-эстетический центр был преобразован уже в детскую школу искусств. И, как я уже сказал, на сегодняшний день у нас 9 отделений, обучается почти 800 детей. Что касается преподавательского состава, вот что должно быть первично для педагога школы искусств, чтобы учеба для ребенка была интересной? Ну, первично, конечно же, это любовь к детям. Это умение найти индивидуальный подход к каждому ребенку, потому что все занятия, которые проводятся, в основном это индивидуальное занятие. Умение научить, передать свои знания, опыт, да. То есть должен быть такой очень тесный контакт с детьми, да. Вот. Ну, на сегодняшний день у нас работает 72 преподавателя, как я уже сказал, 9 отделений. Это отделение фортепиано, отделение струнно-смычковых инструментов, отделение духовых и ударных инструментов, отделение народных инструментов, отделение музыкального фольклора, отделение искусства театра, отделение хореографии, хоровое отделение, эстрадное отделение. Ну и у нас очень слаженная работа всего вообще педагогического состава, администрации. Ежегодно школа совместными усилиями проводит более 300 мероприятий. Это как и концертная деятельность, где дети получают удовольствие от общения со зрителями. Это и научно-практические конференции, мастер-классы, курсы повышения квалификации, разные конкурсы городского, республиканского, межрегионального уровня. Также наши дети часто выезжают на конкурсы за пределы республики. Это и в центральных городах России, даже за рубежом. Вот недавно у нас учащиеся хореографического отделения взяли гран-при в Китае. Вот. Это было, спасибо, в октябре месяце. В ноябре месяце наши, опять же, учащиеся хореографического отделения на международном конкурсе в городе Москва взяли тоже первую премию. Буквально вчера нам стало известно, что наши учащиеся отделения фортепиано на международном конкурсе имени Жиркова в Москве стало дипломантом международного конкурса. Такое хорошее событие в юбилейный год. Очень, да, в юбилейный год очень много у нас таких ярких событий. Также хотелось бы отметить отделение искусства театра, где наши талантливые дети радуют нас своими спектаклями, и они тоже не раз выезжали за пределы республики, где занимали хорошие призовые места, и первые места, и гран-при брали. Мы даже в том году готовили нашу учащуюся, она должна была поехать на международные дельфийские игры. Это является очень таким серьезным, престижным конкурсом. Уже были почти готовы, была программа готова, мы бы могли бы очень интересно представить, да, нашу культуру нашей республики, да, но, к сожалению, видать, по разным обстоятельствам дельфийские игры отменили, и, конечно, очень жалко, что такая поездка не состоялась, а так бы могли тоже очень достойно представить нашу республику на таких серьезных конкурсах. Да, действительно. Расскажите вот о программе юбилейного концерта и что нас ждет на концерте. Ну, вообще на концерте будет очень много интересной и многожанровой музыки. Так как это год юбилейный, мы по возможности захотели привлечь всех наших детей и показать творческие коллективы. У нас в школе очень много творческих коллективов. Это различные ансамбли, оркестры, где дети
совместное музицирование, получают опыт, да, ансамблевого исполнения. И чтобы максимально задействовать, конечно же, наших детей, в основном это будут такие коллективные выступления, но также будут и сольные выступления. Ну, в общем, концерт будет интересный, яркий такой. Мы с большим удовольствием приглашаем жителей нашего города на наш юбилейный концерт, Напомню, который что 2 состоится, декабря. да, который состоится 2 декабря в 17 часов в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Хотелось бы еще отметить 2 отделения. Это отделение общего фортепиано и отделение теории истории музыки, да, где преподаватели этих отделений дополнительно, то есть у нас все обучающиеся, это независимо от того, на каком инструменте ребенок играет, они все обучаются еще играть на фортепиано. И также теорию историю музыки, которая развивает музыкальный слух, память, эрудицию, где преподаватели общего фортепиано знакомят детей с классической музыкой. То есть у нас ребенок получает такое общее комплексное развитие, да, профессиональную подготовку. И еще бы хотелось отметить очень наших концертмейстеров, потому что концертмейстер — это как второй педагог, от него очень много все связано, да, и наши концертмейстеры, так как обучающихся много, и концертмейстеров катастрофически не хватает, им приходится работать на нескольких отделениях, за что им огромная благодарность. Ну а вам спасибо, Максим, за то, что вы сегодня посетили наш эфир, и поздравляем Даши с 50-летним юбилеем. Ну а вам, дорогие друзья, мы желаем отличного утра и увидимся с вами завтра.